Конец света в исламе. Точное время наступления конца света Аллах скрыл от людей. Поэтому те люди, которые предсказывают точные даты его наступления, врут. В сокрытии точного времени есть своя мудрость. Она заключается в неожиданности наступления конца света и постоянной готовности людей. Признаки наступления этого события делят на обыкновенные и великие. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предупредил мусульман о них, чтобы укрепить иман в сердцах верующих. Есть в этих признаках вещи, устрашающие людей. Каждый мусульманин должен предохраняться от грехов и размышлять о наступлении судного дня. Обыкновенные признаки или маленькие не привлекают к себе особого внимания людей, но случаются они постоянно. Маленькие знамения случаются какое-то время, а большие признаки происходят в одночасье и являются причиной значительных событий. Маленькие признаки наступления конца света. Первый. Рождение последнего пророка Мухаммада. Каждый из предыдущих ему пророков говорил, что пока не появится последний пророк, конца света не будет. Второй. Война или столкновение двух великих мусульманских держав. Третий. Рабыня родит себе госпожу. Ученые поняли это так, будто господин возьмет в жены рабыню. Но это может означать и то, что дети не будут слушать родителей, а будут командовать ими, как сейчас. Еще одно толкование состоит в том, что бедняки смогут быстро разбогатеть. Тот, кто не мог раньше купить себе обувь, будет строить высокие дома. Четвертое. Люди начнут совершать большие грехи. Например, массовое распитие спиртного, что навлечет гнев Аллаха. Более того, пророк ответил утвердительно на вопрос, настигнет ли гнев Аллаха при наличии хороших людей среди них. Пятое. Распространение невежества и исчезновение ученых. Все больше становится людей, считающих себя учеными и дающие другим советы, как совершать шариатские решения. Люди последуют за этими лжеучеными, исчезнет преданность и надежность среди людей. Шестое. Количество женщин по сравнению с количеством мужчин сильно увеличится. В некоторых странах соотношение достигнет 7 к 3, 7 к 1 и даже 50 к 1. Седьмое. Появление около 30 лжепророков. Восьмое. Увеличится количество землетрясений. Девятое. Время ускорится, то есть день или ночь будут проходить очень быстро. И тогда людям будет казаться, что одно дело можно сделать за один день. Еще одно толкование этого – появление скоростного транспорта, который позволит быстро перемещаться. Десятое. Увеличится количество убийств. 11. Богатых будет много, так что некому будет отдать закат. У многих людей не будет желания жить из-за того, что много греха вокруг. 12. Пророчество кончится. Вначале будет халифат, затем королевство, затем империя. Появятся идеологи, призывающие за собой. Они как бы на воротах ада и призывать будут в ад. Появятся и верные люди, зовущие за собой по пути ислама.
все эти маленькие признаки могут появиться как по очереди, так и одновременно. Среди маленьких признаков могут появляться и большие, и при этом сопровождаться значительными происшествиями. Большие признаки наступления конца света. Первый. Появление справедливого правителя мусульман Махди. Второй. Солнце взойдет на западе и зайдет обратно на восток после обеда. Это знамение также означает и то, что с этого момента Аллах больше не принимает раскаяние неверующих и отступивших мусульман. В этот день многие захотят принять ислам. В истории же этот день будет отмечаться и будет знаменательным. Третий. Появление говорящего животного. Оно будет обращаться к людям со словами «Ты мусульманин, ты неверующий». Оно появится на западе в тот же день, когда произойдет солнечное затмение. Четвертое. Большой дым. Он охватит всех людей земли. Этот дым будет мучить людей, и люди будут обращаться с просьбой к Аллаху убрать его, на что Аллах скажет: «Я уберу, но вас ждет еще большее мучение». Пятый. Появление Даджаля, который будет называть себя Богом. Но этот человек – обманщик, и его описывали все пророки. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, описал его так: «Даджаль будет видеть одним глазом, а другой будет плохо видеть и покрыт 2 веками. Будет говорить, что он Бог, но ведь Бог не может быть полуслепым. У него будут жесткие, запутанные, перекрученные волосы, а между глазами будет написано «Кафир». И каждый мусульманин сможет, прочитав, определить, что тот неверующий. Между тем, Даджаль будет подходить к разным людям и, обещая богатый урожай, призывать поверить в него. Его обещания сбудутся, и те пойдут за ним. А другие не пойдут, но их скот, по приказу Даджаля, последует за ним. Драгоценности и золото будут выходить из земли по его приказу. Он разрежет человека пополам таким образом, что между половинками будет расстояние, а затем по его приказу человек оживет и подойдет, смеясь. Будет у него 2 реки, одна белая, а другая в огне. На это пророк говорит, что идти нужно к той реке, что в огне, и, закрыв глаза, пить. Вода будет холодной, а в белой реке на самом деле огонь, вызванный магией. Двигаться Даджаль будет как ветер и как буря, и люди не смогут разобрать, кто он. Он появится между Сирией и Ираком, и, собрав войско, двинется в Мекку и Медину. Земля будет трястись при его приближении. Из Медины выйдет к нему верующий и скажет, что он Даджаль, о котором говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И тот разрубит его пополам и снова оживит, и верующий снова назовет его. Но второй раз тот не сможет убить мусульманина, и после этого вся сила лжепророка кончится, и он сбежит в сторону Иерусалима. Там его убьет пророк Иса, мир ему. Каждый мусульманин должен знать, как произойдет пришествие лжепророка
и его качества. На земле Даджаль пробудет 40 дней. Из них первый день будет как год, второй как месяц, третий как неделя, а четвертый и все последующие как обычные дни. Совершать намаз в эти дни следует через обычные интервалы времени, как в обычные дни. 6. Пророк Иса, мир ему, спустится в Дамаске, а руки его будут опираться на крылья ангела. На нем будет одежда араба. Вначале он убьет лжепророка Даджаля, после убьет свинью. На земле он проживет 40 лет, и похоронят его, как мусульманина. Ислам в это время будет процветать, и не останется ни одного инаковерующего. При Исе они все примут ислам. 7. Появление народности Яльджудж и Маджудж, здоровых по телосложению людей, которые сеют разврат и все плохое. Аллах уничтожит этот могущественный народ ничтожной вещью. Он создаст червяков, которые, попав в организм этих людей, будут убивать их. 8. Произойдут 3 больших землетрясения. Первое на западе, второе на востоке, а третье на Арабском полуострове. 9. Поднятие Корана. Это означает, что Аллах заберет священные записи, когда на земле не останется верующих. 10. Дует небольшой приятный ветер. С ним Аллах забирает души последних верующих. На земле больше нет верующих. 11. Исчезает Кааба. 12. В местности Адана в Йемене большой огонь. Люди на земле будут убегать от него и соберутся в одном месте, так как он будет окружать живущих на земле. После этого наступает конец света, такой же неожиданный, как и все его признаки, и очень страшный, но верующие не увидят его, потому что Аллах к тому времени заберет их к себе. В судный день Аллах разрушит вселенную. Земля вместе со всем, что на ней, будет трястись, температура станет очень высокой, и все, даже вода начнет гореть. Звезды смешаются, а солнце приблизится к земле. Все живое на земле умрет, кроме единого Аллаха. После этого будет великий суд, и каждый человек получит по своим деяниям, и каждый попадет на суд к Аллаху, и ничего не укроется от него. Каждое хорошее деяние, даже самое маленькое, в этот день будет иметь большую силу, и в то же время никто не сможет скрыть свои грехи. Верующие попадут в рай, а неверующие — в ад. Эти признаки перечислены на основании достоверных хадисов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.